Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И я его ведущий Максим Гоголев. Сегодня 6 сентября, пятница. Впереди выходные, долгожданные. Давайте сегодня отработаем в полную силу, чтобы отдыхать уже со спокойной душой. 6 сентября в 1991 году Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург. Это отлично, использовавшееся до 1914 года. Санкт-Петербург. От одного названия этого города веет романтикой и пасмурной погодой. Я напоминаю, что у нас работает номер WhatsApp в прямом эфире 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете написать нам, поздравить своих друзей и знакомых или просто передать привет. Интересно будет узнать, что в 1492 году экспедиция Колумба покидает Старый Свет из порта Сан-Себастьян, что находится на Канарских островах, и берут курс на запад. А вы уже знаете, что они там открыли. Так что, подобно Колумбу, сегодня вы можете решиться на какие-то открытия, на какие-то дальние поездки. А как одеться, вам подскажут наши синоптики. Давайте послушаем. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра 2-5, днем 13-15, Заречье 2-10, днем 13-15, Южные улусы 5-7, днем 17-20, Вилюйские улусы 8-10, днем 11-14, Нижнеленские улусы 0-7, днем 11-15, Западные улусы 7-10, днем 11-15 градусов тепла. Колымо-Еднегирские улусы 1-5, днем 6-11. Ямские улусы плюс 4-5, днем 8-9. Северо-западные улусы 4, днем 5 плюс 7 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается 14-16 градусов тепла. Я передаю слово своим коллегам из информационной службы новостей. Мы продолжаем эфир нашего телеканала утренним выпуском новостей. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Во Владивостоке завершилось пленарное заседание с участием Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума. Сейчас разберем основные направления, по которым будет проходить работа и жизнь макрорегиона в ближайшее время. Итак, по словам президента страны, Дальний Восток стал одним из символов открытости России. За прошедшие годы экономическая ситуация в макрорегионе кардинально поменялась. Такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владимир Путин добавил, что наряду с открытостью необходима долгосрочность и последовательность. Также он отметил, что всем необходимо присмотреться к тем возможностям в бизнесе, которые действуют на Дальнем Востоке. Далее президент перечислил ряд направлений, которые следует Дальний Восток привлекательным для высококвалифицированных специалистов. Путин поддержал предложение главы Якутии Айсена Николаева о понижении ипотечной ставки для молодых специалистов до 2% годовых. При этом программу необходимо запустить уже в 2019 году. Таким образом, молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальнем Востоке всего под 2% годовых. Президент подчеркнул, что такая льготная ставка будет запущена только на территории Дальнего Востока. Также нужно увеличить число бюджетных мест в вузах макрорегиона по дефицитным специальностям. По мнению Владимира Путина, это позволит решить вопросы трудоустройства молодежи. Цитата: «Надо дать возможность получить качественное образование, следует расширить практику предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных вузах по отдельным остро дефицитным специальностям, чтобы молодые люди учились как за государственный счет, так и за счет потенциальных работодателей», отметил президент. Тем самым молодежь Дальнего Востока должна иметь возможность получить качественное образование вне зависимости от доходов и материального состояния их семей.
И вдвое увеличить выплаты учителям и врачам на Дальнем Востоке. Владимир Путин отметил, что из 1834 населенных пунктов макрорегиона 1614 – это те, где проживает 5 и менее тысяч человек. А расстояния между городами и поселками порой достигают сотен километров. Поэтому необходимо адаптировать общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока. Речь может идти и о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. И увеличить эти выплаты по сравнению с существующими уже на сегодня по стране в целом для макрорегиона в 2 раза. К другим темам. Работа кабайского филиала ГУП ЖКХ по подготовке к отопительному сезону завершилась на 100%. Многие котельные обновили, установили новые котлы и проверили пусконаладочные работы. Отремонтированы тепловые сети, все социальные объекты готовы к эксплуатации. Уже в конце этой недели будут запущены все котельные. На данный момент по плану производится завоз угля в поселок Сангар. Отдаленные села Сибянкюэль, Сидянкюэль и Батамай опережающий завез произведен топливо. Сидянкюэль, Сибянкюэль газоконденсат до открытия автозимника. Батамай уголь. Уголь будет туда завозиться по зимнику. Сейчас в данное время идет приемка угля с Сангарского угольного разреза. На данный момент сейчас приняли уже 7 тысяч тонн. Общее количество угля, которое поступит нам, 28 тысяч тонн. В Нюрбинском районе завершились работы по сборке и надвижке пролетных строений моста через реку Марха. Вес пролетных строений составил более 3700 тонн, а ее надвижка 560 метров. Ради такого события собрались жители Тюмюкского, Жарханского наслегов и сами строители. Напомню, что возведение началось в 2015 году подрядной организацией «Сибмост». Бюджет объекта более 4 миллиардов рублей. При сборке пролетного строения применены 1 анкерная и 3 стапельные опоры. Мостовики идут без отставания от графика и планируют сдать объект уже 31 октября этого года. В этот день строители встанут под мостом, и по новому объекту проедет первый транспорт. Нам осталось здесь отсыпать конус, уложить переходные плиты. Нам осталось провести мероприятие по гидроизоляции моста и укладке асфальта на мосту, организовать подходы к мосту. И 31 октября мы откроем с вами движение по этому мосту, который будет с освещением, позволит жителям просто любоваться этим мостом. Красавец мост, красавцы люди, все получится. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Несмотря на то, что машин на наших дорогах превеликое множество, желающих получить права на вождение становится все больше и больше. Об этом в следующем материале. Сейчас во время сдачи теоретической части правил дорожного движения можно допустить 2 ошибки. Необходимо правильно ответить на 18 из 20 вопросов. По новым правилам после каждого промаха нужно будет ответить еще на 5 дополнительных вопросов того же тематического блока. Работа с автошколами идет следующим порядком. Значит, у автошколы есть график, в соответствии с которым они заблаговременно за 3 дня до назначенного времени приносят пакет документов граждан, которые непосредственно, значит, участвуют на сдаче теоретического экзамена. Приносят пакет документов, забиваются в базу данных. В назначенное время граждане, конечно, оповещены, приходят, вызывают по фамилии. В очередях они у нас находятся минимум, они не занимают. Соответственно, вызвали по фамилии, прошли на теоретический экзамен. После сдачи благополучно теоретического экзамена, либо неблагополучно, информация сразу предоставляется. То есть, значит, если первая попытка не удалась, объясняется, что приходите через неделю и так дважды. Завершив процесс обучения автошколе и успешно сдав экзамены, вы можете воспользоваться порталом госуслуг и оформить заявление на получение водительского удостоверения через интернет. Преимуществ много. Можете записаться через единый портал государственных услуг, выбрать себе день, время, как вам удобно, и записаться, и прийти к нам на получение водительского удостоверения.
Ну, преимущество еще большое, то что со скидкой. Скидка у нас действует 30% на получение водительского удостоверения, ну и регистрация транспортных средств. Оплата у нас полноценная 2000 рублей, а со скидкой у нас идет 1400. Чтобы получить заветную карточку, начинающим автомобилистам экзамен нужно сдать по всем 3 направлениям. Кроме сдачи теории, это еще и площадка и экзамен в городе. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников. Новый день. Дорогой родитель, если ваш ребенок интересуется моделированием техники, то вам надо идти в Центр технического творчества. А как это сделать, вам расскажут наши гости. Иванова Саргалана Никитична, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра технического творчества города Якутска. Ильин Валерий Егорович, старший педагог дополнительного развития Центра технического творчества, отличник образования Республики Саха-Якутия. Попков Алексей Николаевич, педагог дополнительного образования Центра технического творчества. Доброе утро. Доброе утро. Саргалана, расскажите, пожалуйста, о вашем центре. Ну, прежде всего, я хотела бы сегодня, пользуясь случаем, поздравить всех наших учащихся, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Наш Центр технического творчества уже работает 47 лет. И мы рады, что на протяжении всех этих лет мы сохранили наши традиционные кружки, такие как авиамоделирование, автомоделирование, судомоделирование и ракетомоделирование. Значит, наши педагоги работают как на базе самого Центра технического творчества, так и на базе образовательных учреждений города. Всего мы охватываем по городу около 2000 учащихся и ведем деятельность по 43 программам. Ну, наши ключевые направления – это инженерно-техническое, научно-техническое и информационно-техническое. Вот если говорить о научно-техническом направлении, вот по данному направлению у нас работает муниципальный образовательный проект «Космические профессии. Опережающая подготовка кадров». Здорово. Ага. Вот по этой программе, значит, у нас ребята проходят в комплексе технические модульные кружки, да? Вот такие как астрономия, современная инженерия, космофизические исследования, ну, конечно же, ракета, авиа, авто тоже. И, значит, хотелось бы отметить, что этот проект у нас работает с 2015 года, и на протяжении 5 лет мы, когда вот в 2015 году приняли семиклассников, они уже у нас в этом году выпустились, и мы с ими так горды. Значит, они у нас поступили в технические вузы СУЗы нашей страны, да. Хотелось отметить бы, что поступили в такие престижные вузы, как Московский авиационный институт, по специальности ракетные комплексы и космонавтика. Очень много ребят поступило в авиационные колледжи и училища Омска, Санкт-Петербурга, МГТУ Баумана у нас даже есть, да? Ну и другие. Но особенность этого года в том, что если мы раньше зачисляли детей с 7 класса на борт, да, то в этом году у нас уже расширили, и прием ведется со 2 класса. Валерий, расскажите, пожалуйста, о новых кружках с этого года. Что начинается и с какого возраста вы их принимаете? Значит, в центре я веду кружок автомоделирования. Да, раньше, значит, мы как бы использовали инструменты ручные, типа стамеска, там, сами знаете, да, для изготовления модели, да, в самом начале, да. Сейчас мы вот внедряем новые технологии, как бы станочные, высокоточные. Это такие, допустим, как фрезерный станок с программным управлением, как бы, потом станок по обработке металла, 3D принтер, ну и так далее. Токарный станок, то же самое, да. Вот. Ребят мы берем, значит, с 1 класса в данное время. У нас есть, значит, как бы подразделяется на 2 группы. Есть младшая группа с 1 по 4 класс и как бы средняя старшая, это с 5 по 11 класс. Вот. Кроме этого, значит, мы сейчас пишем новые программы, в которых, значит, будем как бы модернизировать их, да, по современным, как бы, с применением. Здорово, да, здорово. Будем применять, значит, да, изготавливать модели, как бы, ну, роботизированная техника уже, да? Это как и, ну, по всем направлениям, и морские суда, да? Авиа,
и авто, Авиа. ага, беспилотные, Да, без беспилотные. экипажа. Беспилотный транспорт. На основе программирования. И, Алексей, расскажи, пожалуйста, какие кружки охватывают IT-технологии? В нашем центре ведется запись на такие кружки, как мастерская кино. Там занимается видеомонтажу, добавление всевозможных эффектов, добавление 3D-моделей видео. Также есть компьютерная графика. Там занимаются, дети создают сайты, потом рисуют, векторная графика и растровая. И также создание игр. Также есть скретч-программирование, кружок, блочное программирование, создают всевозможные программы. И я сам занимаюсь 3D-прототипированием. Получается создание 3D-моделей, вообще понятие, что такое 3D-пространство, визуализация, рендер, ну и самое главное, работа с 3D-принтером. А вот у нас много, да, детей, которые вот действительно заинтересованы, да, IT-технологиями и которые могут подавать действительно какую-то надежду на будущее. Ну да, много. Сейчас, тем более, 21 век, сейчас все интересуются IT-технологиями. Тем более, ну, как сказать, можно еще фрилансом заниматься, выучив эти. А есть такие, да? Тоже? Да. У меня, допустим, мой выпускник в Томский институт поступил уже тоже на IT-технологии. Вот. Про кого я точно знаю. Ну, а так дети интересуются, занимаются и саморазвиваются еще помимо кружков, еще дома, заинтересовавшись у нас на кружках. А расскажите тогда поподробнее, как вам попасть? Ну, значит, для записи в наши кружки необходимо подойти непосредственно в наш Центр технического творчества. Мы располагаемся по адресу Ломоносова, 37/1. Значит, необходимо обязательно с собой иметь копию свидетельства или паспорта ребенка. Ну и родитель, законный представитель обязательно своими паспортными данными для оформления заявления и согласия. Но я хотела бы посоветовать родителям, да, когда они приходят на запись в кружки, чтобы они приводили своих детей. Потому что ребенок сам должен выбрать желаемый ему кружок. А для этого мы предлагаем родителю с ребенком пройтись по всем нашим кружкам, поговорить с каждым педагогом. Да? И в конце Это ребенок очень важно, сам действительно. осознанно решает, куда он хочет именно, какой кружок Да, выбрать. это очень здорово, что вы так серьезно относитесь к этому, да, подходите к этому вопросу, что это решение не только родителя, да, а в первую очередь ребенка самого, да, что его интересует. Но еще хотела добавить, что у нас запись идет до 15 сентября, и после 15 сентября у нас начнутся занятия. Хорошо, спасибо большое вам за очень интересный разговор, действительно. Прошло 74 года со дня Великой Победы. Если вы хотите узнать какую-либо информацию об участниках, вам будет интересен следующий сюжет. Как найти сведения о ветеране Великой Отечественной войны? В настоящее время у любого человека появился доступ к документам с персональными данными воинов Великой Отечественной. В интернете есть обширные базы данных, содержащие полную информацию о солдатах, погибших на полях сражений или пропавших без вести. База данных «Подвиг народа», содержащая электронный банк документов о награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы. Сайт обобщенного банка данных «Мемориал» включает в себя информацию о защитниках Отечества, которые погибли или пропали без вести во время войны и в послевоенный период. Сайт «Память народа» позволяет установить места захоронений, получить сведения о прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений. Ресурс «Мой полк» позволяет выяснить сведения не только о солдатах, но и о тружениках тыла, живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Архив был собран и пополняется участниками общероссийской акции «Бессмертный полк». База данных полк.ру содержит информацию о советских и российских солдатах, пропавших без вести в войнах 20 века. Сайт «Помните нас» содержит архив с фотографиями и описаниями воинских могил. Чтобы посмотреть электронную версию книги «Имена из солдатских медальонов», нужно перейти по ссылкам отечество.рф или rfpoиск.ру. На сайтах есть алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать.
Кроме того, книги памяти с прямыми ссылками и аннотацией есть на сайте РФ Поиск, а на сайте Солдат книга памяти включает информацию об умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне, по регионам, родам войск, отдельным частям и соединениям. Кроме того, в России есть поисковые движения, которые занимаются поиском солдат и артефактов военного времени. Исчерпывающая информация о солдатах есть в различных военных архивах, на сайте Федерального архивного агентства, в архивах России, Минобороны, в Российском государственном военном архиве, Российском государственном архиве социально-политической информации и Российском государственном архиве военно-морского флота с документами с конца XVII века. Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень высокой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. Каждый из нас может сделать свой вклад, чтобы подвиг героев помнили сквозь время и годы. Никто не забыт, ничто не забыто. Международный образовательный центр «Востоковед» приглашает всех желающих на языковые курсы для детей и взрослых по направлениям японский, китайский, корейский, английский языки. «Востоковед» является первым и единственным центром восточно-азиатских языков в Якутске. Дети и взрослые занимаются под руководством дипломированных преподавателей высокого уровня. Кроме того, учащиеся имеют возможность пройти языковую стажировку за рубежом. Помимо традиционных курсов, мы предлагаем переводческие услуги, мастер-классы по китайской каллиграфии, оригами, икебана, чайные церемонии Китая и Японии. Изучать японский, китайский, корейский языки стало необходимостью времени для продвижения международных отношений. Надеемся, что обучение принесет вам радость, общение будет мотивировать вас на дальнейший рост. Мы рады новым ученикам и ждем вас. Запишитесь на курсы. Действуют акции, места ограничены. Полезная новость для людей, которые приблизились к пенсионному возрасту. Центр занятости населения города Якутска приглашает незанятых граждан предпенсионного возраста в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, на бесплатные курсы по профессиям. Кондитер, сроки обучения 2 месяца. Машинист бульдозера 3,5 месяца. Гражданам, направленным на обучение, выплачивается ежемесячная стипендия. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Петра Алексеева, 6/1, кабинет 101. При себе обязательно иметь паспорт, трудовую книжку, документы об образовании и СНИЛС. Жир есть у всех. Телесный жир, он нужен нашему телу. Он служит подушкой, которая поддерживает внутренние органы и защищает их от различных вибраций. Но его избыток очень вреден на самом деле. И получается, есть проблема вицеллярного жира. И как его убрать? Давайте посмотрим об этом. Как известно, висцеральный или глубинный брюшной жир не только не красит человека, но и опасен для здоровья, так как он накапливается в непосредственной близости от жизненно важных органов. В связи с чем отложения могут спровоцировать появление жира в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах. А это в том числе плохо влияет на обмен веществ, нарушение в работе организма, чреваты появлением сердечных недугов и диабета. Чтобы быстрее избавиться от вредных отложений, специалисты рекомендуют регулярно заниматься спортом, снизить количество обработанной пищи в рационе, сладостей и включить в диету несколько продуктов, которые способствуют похудению и нормальному функционированию кишечника. Например, спаржу, которая подойдет в качестве добавки в суп или яичницу. Среди полезных гарниров специалисты выделяют фасоль, чечевицу, цветную капусту, горох, тыкву, а также запеченный картофель в ограниченных количествах. Также в рацион рекомендуется включить яйца, молочные и ферментированные продукты, например, квашеную капусту, также лук, помидоры, рыбу, семена тыквы и подсолнечника, орехи, овес, оливковое масло, чай и кофе без сахара. Вместо соли хорошо добавлять в еду травы и специи, например, чили, орегано, розмарин и так далее. Будьте здоровы!
Нам пришел один СМС. Поздравляем наших любимых девушек Юлиану Степановну, Аину Федорову, всех родственников Федоровых, Пахомовых, Еремеевых, Пестряковых, Элегантьеву Лидию Гаврилевну, Анахиных с Днем города Якутска. Желаем крепкого здоровья, успехов и удачи, счастья. Пусть наша столица процветает на долгие годы. Сейчас наша погода все холодеет и есть опасность заболеваний простудных. Вот, поэтому я хочу сказать вам одеваться потеплее в эти погоды. И знаете, есть такое, да, когда вы выходите на улицу на холод, вам нужно, чтобы вы были, чтобы ваши волосы были сухими, потому что это очень опасно, когда волосы мокрые и есть опасность переохлаждения. Также нежелательно находиться на холоде долгое время, более 20 минут. Это влияет только на то, что когда ваша температура тела понижается и сосуды сужаются, появляется опасность спящих вирусов. Они появляются и начинают работать в свою силу. Да? И есть распространенное мнение, что надо пить горячее молоко, да, допустим, с медом, и принимать всякие ромашковые чаи, ополаскивать ими. Но на самом деле врачи советуют, кушать селедку. Есть жирные молочные продукты. Они содержат много витаминов D, поэтому они могут вам помочь. Также советуют, кстати говоря, поцелуй. Знаете, давайте целуйтесь все. Это в них нет вирусов, можно сказать. Всего вам доброго. Желаю вам хорошего дня.